Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. 79 лет со дня рождения основателя современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзанба. Под председательством президента Аслана Бжания прошло заседание комиссии по развитию государственного абхазского языка. СМС-рассылка или как не попасть на уловки злоумышленников и не потерять финансовые средства. Актуальный репортаж программы. 14 мая исполнилось 79 лет со дня рождения выдающегося государственного политического деятеля, основателя современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, крупного ученого-востоковеда Владислава Григорьевича Арзанба. В селе Нижняя Шера прошла церемония возложения цветов. Почтить память Арзанба и возложить цветы к его мемориалу пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, представители общественности, близкие и родственники. В день рождения основоположника современного абхазского государства Владислава Арзанба люди со всех концов Абхазии едут в его родное село Ишера, чтобы отдать дань памяти и уважения выдающемуся лидеру абхазского народа. Нескончаемый людской поток как свидетельство о всенародной любви к первому президенту республики, незабвенной памяти о нем. Владислав Григорьевич Арзанба в абхазской политике возник неожиданно и ярко, заняв в политике превалирующее положение. Именно в годы перестройки судьба буквально вытолкнула выдающегося ученого на поприще политической деятельности. Появление Владислава Арзанба в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Ему удалось совершить то, что было не под силу многим другим политикам, соединив волю и мужество народа для достижения победы в неравной кровопролитной войне. Владислав Григорьевич для нас символ нашей победы, символ нашей жизни. И хотя бы наши дети погибли, но мы знаем, что они не погибли просто так, они погибли за Родину. И для нас Владислав Григорьевич в памяти всегда был и будет живой. И он сейчас там с нашими детьми, с нашими сыновьями вместе. Я уверена, что он смотрит и ждет, когда же наша страна совсем станет красивой, совсем станет свободной, совсем станет лучше всех на этой земле. Мы этого заслужили, и дети наши заслужили, и надеемся, что у нас будет мир, процветание и счастье на этой прекрасной земле, за которую и Владислав Григорьевич свою жизнь положил. В годы войны Владислав Арзанба сумел мобилизовать не только весь народ Абхазии, но и всех соотечественников за рубежом. Столкнувшись с угрозой полного истребления, объединить все силы, поверить и довериться главнокомандующему. Эта задача была перед всем народом. И именно это и привело наш народ к победе. Почтить память первого президента пришли учащиеся школы Абхазии вместе с преподавателями. Подрастающему поколению со школьной скамьи рассказывают о личности Владислава Арзанба, его заслугах. Мы стараемся, как по возможности, конечно же, прививать патриотизм, чувство любви к своей родине подрастающему поколению, а патриотизм и любовь к родине без имени Владислава Григорьевича Арзанба, они просто неотделимы друг от друга. Стараемся каждый год почтить память, приехать сюда, чтобы наше подрастающее поколение знало, наглядно видело, так как имя этого человека никогда нельзя забывать. Это выдающаяся личность в истории абхазского народа. Владислав Арзанба сочетал в себе качества подлинного интеллигента. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью Владислав Григорьевич был всегда близок и доступен для своего народа. Он безгранично любил родину и всю свою жизнь посвятил ее служению.
Владислава Арзанба нет с нами уже 14 лет. Выдающийся государственный политический деятель, основатель современного абхазского государства, ученый, востоковед ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Его смерть стала всеобщим потрясением для народа Абхазии. Память о лидере увековечена в сердцах людей. Такой всенародной любви и исторического бессмертия удостоены лишь единицы – герои из героев. Таким был и остается Владислав Григорьевич Арзанба. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Под председательством президента Аслана Бжания прошло заседание комиссии по развитию государственного абхазского языка. Участники встречи обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения, что мешает популяризации абхазского языка, его развитию и сохранению. На протяжении 2,5 часов ученые выступали с докладами и инициативами, обменивались мнениями. Репортаж заседания смотрите в ближайших выпусках новостей. Премьер-министр Александр Анква провел совещание по вопросам формирования сметной стоимости объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств республиканского бюджета. Участники встречи обсудили проблему рентабельности организаций, занимающихся ремонтными работами в связи с ростом цен на стройматериалы, а также вопросы капитального ремонта автомобильных дорог в селах. Ремонт дорог, по которым готовы сметы, должен быть начат к концу мая, а специалисты дорожно-строительной компании «Гудаут» должны вновь обследовать состояние республиканской трассы, отметил Александр Анква. На совещании также шла речь об оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате ливневых дождей в Очимчирском районе, восстановлении разрушенных дамб и мостов. В Государственном комитете по репатриации состоялась встреча с делегацией соотечественников, проживающих в Ливанской республике, сообщает пресс-служба Госкомитета. Делегацию возглавляет председатель черкесского консорциума в Ливане Риад Абдельразак Цыба. Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харази ознакомил делегатов с целями и задачами ведомства. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия абхазской диаспоры в Ливане с исторической родиной. Представители делегации останутся в Абхазии для участия в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв Кавказской войны. Гражданин Абхазии и Грузии Мурадов Каха Шотович задержан сотрудниками СГБ Абхазии по подозрению в государственной измене в пользу Грузии. В ходе обыска по месту жительства Мурадова были обнаружены и изъяты технические средства, указывающие на его причастность к шпионской деятельности. Детали в материале пресс-службы СГБ. 24 апреля в результате реализации оперативной информации в городе Гагра по подозрению в государственной измене в пользу Грузии оперативными сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия был задержан гражданин Абхазии и Грузии Мурадов Каха Шотович. В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты технические средства, указывающие на его причастность к шпионской деятельности в пользу спецслужб Грузии, которые ориентированы на вовлечение жителей Абхазии в негласную работу, по их мнению, в интересах восстановления территориальной целостности Грузии. На какой стороне вы? Грузии. Грузии? Да. У кого ты в Грузии хранишь этот паспорт? У родственников. У родственников? Да. То есть твой грузинский паспорт находится у родственников? Да. Правильно? Да. А данные родственников можешь сказать? Давайте это потом. Намерены давать показания? Не здесь. В следующем. Сотрудниками СГБ было установлено, что указанное лицо осуществляло сбор и передачу информации вражеским спецслужбам в ущерб безопасности Республики Абхазия. Мурадов также поддерживал контакты с экс-командирами так называемого Гагарского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки Мхидриони, а также наемниками грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ. Родился в 1977 году в Республике Абхазия. 1994 года до 1999 года я работал в МВД Республики Грузия. После 1999 года меня спецслужбы Грузии направили заданием в Абхазию. Но при каких обстоятельствах вы познакомились со спецслужбами? Меня познакомил Муфтаз Чилидзе. Он бывший командир Гагаринского батальона. Он меня познакомил с сотрудником СГБ Грузии. Инвер Перцлияни познакомил меня
А в дальнейшем Инвер Перцеляни меня познакомил с таким сотрудником, как Каха Сабанадзе. Заданием каким вас направили в Абхазию? Со стороны Российской Федерации поезда, которые будут заезжать на территорию Республики Абхазия, если там находится бронетехника или какая-нибудь военная техника, я должен был бы это посчитать, сфотографировать. И по указанному ему телефонному номеру я должен был бы ему позвонить и сообщить. Мурадова планировалось использовать для внедрения в государственные учреждения и военные объекты для добывания информации о военно-тактическом потенциале вооруженных сил Абхазии. В 2017 году на лечение поехал я в Тбилиси. Когда отсюда я выезжал, у меня какая-то часть суммы была на счет операции, что мне должны были операцию сделать. Но не хватало 7 тысяч лари, которые этот 7 тысяч лари оплатили сотрудники госбезопасности Грузии. После выписки из больницы я пошел к Муртазу Челидзе домой. И он пригласил туда Лашу Какубава. Когда я там находился, Лаша Какубава, сотрудник СГБ Грузии, мне сказал, что никто не знал, что я с ним знаком и какие задания он мне давал. Когда там попросил, чтобы 2 дома снять. Когда сюда приехал, еще он мне позвонил, говорит, еще 2 дома. Но эти дома находились на территории Гагринского района. Там должен был бы я фотографировать и снять видео, который я сделал, фотографировал. Видео снял от этих домов, и я ему отправил. Что это за дома? Чьи дома это? Эти дома до 1992 года в этих домах жили грузины. Он мне задачу поставил становиться в госстандарте. Я спросил, для чего? Что это объект нас интересует, и ты должен там фото или видеофиксацию снимать. Очередной мой выезд был в Грузию 17 мая. Я въехал с территории Абхазии. В 2023 году по просьбе Лаши Какубава. И еще он меня взял, познакомил со своим дядей Борисом Какубава, депутатом парламента Грузии. Во время войны 90-92 года, 93 годах он создал Гагринский батальон. И как он мне сказал, несколько раз я был ранен. Сообщением с Борисом Какубава он мне как объяснил, я являюсь сторонником мирного урегулирования вопроса, воссоединения, чтобы Абхазия сошла в состав Грузии. Перед выездом в Абхазию Борис Какубава дал мне бумагу, в которой было 3 вопроса. Какие вопросы были обозначены? После 1993 года граждане Абхазии, которые получили гражданство 93-й выше, правительство Абхазии должно аннулировать этим гражданам гражданство. Еще был один такой пункт: этнические грузины, которые уехали до 93 года, они должны вернуться все в свои дома. Устно мне сказал найти лояльных людей на территории Республики Абхазии, которые относятся к воссоединению Абхазии и Грузии в состав Грузии. На это выделится 1 000 000 лари. Допустим, у человека, у которого бытовая проблема или какая-то проблема, я должен был бы посмотреть, изучить, помочь. И меры возможностей, помочь ему финансово. Анализ поступающей информации свидетельствует об активной разведдеятельности представителей СГБ Грузии из числа выходцев из Абхазии. Установлено, что имевший место прямой подход к Мурадову представителей Гагринского батальона был обусловлен зависимостью гражданина Абхазии от сложившихся обстоятельств. Вместе с тем, вербовочная деятельность спецслужб Грузии в отношении жителей Абхазии не ограничивается постановкой прямых задач, а зачастую сопровождается попытками использовать их в темную.
9 мая 2024 года в отношении Мурадова Следственным отделом СГБ Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также проводится комплекс следственных действий по документированию всех фактов и эпизодов государственной измены. Следственным подразделением Гагарского РУВД по факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Хопста. Далее оперативная съемка МВД. Следственным подразделением Гагарского РУВД по факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении Абиджба Альберта Рофбевича, 1966 года рождения, жителя села Хопста Гудаутского района. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными Цандревского отдела милиции УВД по Гагарскому району на территории автовокзала при КПП ПСО. При личном досмотре у мужчины изъят хранимый в пачке с сигаретами сверток с порошкообразным веществом, как впоследствии установлено экспертами, наркотическим средством метадон. Альберт Абиджба санкционирован к содержанию под домашним арестом. Расследование продолжается. Вам звонят с неизвестного номера, представляясь сотрудником банка или от имени ваших друзей просят перевести деньги. За последнее время жертвами мошенников в республике стали десятки жителей. Как не попасть на уловки злоумышленников и не потерять финансовые средства, разбиралась Гугуца Варданья. Привет! Неудобно обращаться с таким вопросом. Есть возможность занять 50 тысяч рублей до завтрашнего вечера. Кому из вас приходили подобные сообщения в WhatsApp? Многие попадаются на уловки мошенников, ведь не откликнуться на просьбу о помощи, особенно когда это касается родных и близких, сложно. Рассылка СМС в WhatsApp с просьбой о переводе денег приходит от вашего имени вашим друзьям, коллегам и просто знакомым, в общем всем, кто записан в телефонной книжке. При этом сам пользователь не видит этих сообщений и не догадывается о том, что происходит. Попасть в подобную ситуацию может каждый. В течение этих 10-15 минут они пользовались WhatsApp и отправляли сообщения всем моим знакомым и контактам и даже переписывались. На СМС в WhatsApp с просьбой занять денег от имени Анны Гуния откликнулось около 50 человек. 5 из них перевели деньги на счета злоумышленников. Кого-то она успела предупредить, а кто-то сразу отправил финансовые средства, переходя по ссылкам, банковским номерам и кодам, которые присылали мошенники. А как мне сообщить людям, чтобы мне не переводили деньги? И куча звонков. Кто-то сразу начал переводить, а кто-то начал все-таки уточнять. Я поднимаю телефон и говорю: не переводите деньги, это не я. Положу другой звонок: это не я, не переводите деньги. То есть такая истерика, паника, потому что сумма не маленькая. И я хотела до всех достучаться, что это именно мошенники. А как им сообщить, что надо в этот момент делать? Что мы сделали? Мы просто удалили сам WhatsApp, восстановили и поменяли пароль. Кому нужно, чтобы взломать меня именно через WhatsApp, да, заниматься финансовым вымогательством? Поэтому я не защитила свой телефон, не защитила свой WhatsApp, а такая возможность существует. И тут очень важно понимать, если вдруг такая ситуация происходит, прежде чем это делать, надо позвонить этому человеку и уточнить, действительно ли у него есть такая необходимость в ваших средствах и действительно ли он вам это сообщение писал.
В арсенале злоумышленников сотни приемов, и каждый день появляются новые. Только цель мошенничества – не наличные, а данные банковских карт или электронных счетов. С них деньги переводят на подставные счета, чтобы потом обналичить или оплатить переведенными финансовыми средствами интернет-покупки. Отследить всю цепочку очень сложно. Подобные схемы мошенников не угрожают держателям карты АПРА, отмечают специалисты Национального банка Абхазии. Однако практически у каждого жителя республики есть российская банковская карта. Как понять, что вы общаетесь с мошенником? Обратите внимание, злоумышленники сразу же просят данные паспорта и банковской карты. Сигналом также должны стать имена неизвестных вам держателей карт, куда вас просят отправить деньги. Если в процессе разговора вы видите, что вам предлагают либо перевести деньги на какой-то счет, либо оплатить какие-то налоги или совершить какие-то иные действия по переводу средств, либо хотят узнать данные банковских карт, это признак того, что вы разговариваете с мошенником. Если в процессе разговора вам делают очень выгодное предложение, которое принесет вам большую прибыль. И при этом говорят о том, что предложение настолько выгодное, что никак нельзя упускать шанс им воспользоваться. Либо может быть другая ситуация, что вас пытаются запугать, что вот с вашего счета или с вашей карты вот-вот сейчас спишут денежные средства. Чтобы не стать жертвой хакеров, необходимо не разглашать свои паспортные, финансовые данные и другую подобную информацию, отметил инженер по информационной безопасности Национального банка Абхазии Александр Козлов. Вот к финансовым данным в данном случае мы относим номер карты, срок ее действия, трехзначные коды CVC и CVV, которые расположены на оборотной стороне карты, а также пароли и коды от СМС, которые банк отправляет в целях подтверждения операции. Никогда эти данные не размещать в социальных сетях и на сайтах. Не хранить данные карт и их пин-коды на телефонах и на компьютерах. Если вам поступает звонок с неизвестного номера и представляется сотрудником банка, либо правоохранительных органов, и пытаются предложить вам какие-то, сделать вам сомнительные предложения, или пытаются побудить вас совершить какие-то быстрые, экстренные финансовые операции, положите трубку. Наберите в свой банк по официальному номеру телефона, который написан на оборотной стороне банковской карты и на официальном сайте. Кроме того, чтобы получить деньги, злоумышленники могут создавать фейковые сайты и даже продавать авиа- и ЖД-билеты. На что я могу сейчас думать, что могло послужить причиной такой хакерской атаки моей социальной сети? Я думаю, что я хотела забронировать ЖД-билеты. Зашла через ноутбук в интернет и начала искать эти билеты. Но чтобы было удобно, я подключила к ноутбуку свой WhatsApp. Надо нажимать только на проверенный сайт. Ну, я вот случайно быстренько нажала на тот, который выдал сразу. Скорее всего, это был левый. В современное время очень, даже вынуждены отправлять, да, где-то отправлять, может быть, паспортные данные, а где-то мы можем отправить свои, допустим, паспортные данные той же самой авиакомпании, да, или компании, которая занимается продажей билетов, да. А при этом нужно как бы понимать, да, что в случае чего такого негативного
негативного развития событий, да, эти данные, они могут как бы попасть в неблагоприятные руки, и люди могут попытаться воспользоваться ими уже как бы в своих корыстных целях. Еще одна уловка, на которую злоумышленники пытаются поймать жертву – звонки от так называемой службы безопасности банка. Человеку звонят мошенники, которые представляются сотрудниками банка и сообщают, что по его счету неизвестные совершают подозрительные операции. Чтобы вернуть деньги, необходимо сообщить номер карты, ее трехзначный код и срок действия. Жертве сначала могут позвонить так называемые сотрудники правоохранительных органов. Они будут нагнетать чувство паники и сопровождать его на проводе до тех пор, пока человек не переведет сбережения или не поймет, что говорит с мошенниками. Если вдруг по какой-то причине вы все-таки стали жертвой таких мошенников, необходимо сделать два шага. Первое – это заблокировать свою банковскую карту. Сделать это можно либо через мобильное приложение, личный кабинет на сайте банка, либо позвонив в колл-центр банка по официальному номеру телефона, который, опять же, находится либо на оборотной стороне карты, да, либо на официальном сайте. И второй шаг, что нужно сделать, это в течение суток после получения извещения о списании денежных средств подать заявление в банк о несогласии с данной операцией и заявление в правоохранительные органы о хищении денежных средств. Социальные сети пестрят постами о легком заработке в интернете, но для этого нужно инвестировать, то есть перевести небольшую сумму на какое-либо имя. Сначала мошенники, правда, входят в доверие, отправляя вам финансы. Когда дело доходит до более выгодной суммы, злоумышленник просто вас блокирует. Как правило, люди теряют либо вот эту предоплату, либо еще большие средства. Поэтому вот к этому нужно очень внимательно относиться и стараться предугадывать, да, что это люди, с которыми вы говорите, они являются мошенниками. Существует еще десятки способов мошенничества, о которых мы не рассказали в этом материале. Важно помнить, звонки от неизвестных людей с запугиваниями или просьбами или легкие деньги в интернете – это почти всегда мошенничество. Финансовые пирамиды, онлайн-казино, обещающие заработок на криптовалюте, айфоны за полцены, сайты с бесплатной музыкой или фильмами – это все шанс потерять деньги. Будьте бдительны. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Государственная хоровая капелла Абхазии выступила в кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве в рамках пасхального фестиваля. Московский пасхальный фестиваль – крупнейший музыкальный форум России. Ежегодно он собирает сотни тысяч слушателей. Музыканты также выступили в Серпуховском музыкально-драматическом театре, а 15 мая будут петь в геронтологическом центре «Восточный», сообщает Минкульт Абхазии. Помимо участия в пасхальном фестивале, хоровая капелла 15 мая даст большой концерт в Центре современной музыки и исполнительских искусств «Тон». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 15 мая на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дождь, возможно гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.